русские, нет плохих народов. Ни одного народа на земле нет плохого. И тех, которых сделали по пугалам, это самые, наверное, несчастные народы. И там, где человеконенавистская идеология, там всегда нужно придумать какой-нибудь блеф, выдумать какую-то мафию, то ли сицилийскую, потом спекулировать на немецком фашизме, который был сломан хребет всем миром. Долгое время Советский Союз и русизм спекулировал на этой базе. Когда и это уже наело оскомину, потом придумали еврейский сионизм. И давай во всем мире клясть евреев, и в удобном случае ату их. Потом эта карта не срабатывать стала. Нужно был новый миф, чеченская мафия. И это не сработала карта. Весь мир увидел, что той мафии, которую хотят видеть в чеченцах, ее нет и даже основы. Вся она мафия сидит в Москве. Тогда выдумали какой-то фундаментализм, и он не сработал. Когда все эти ярлыки не сработали, и нет новой карты для разыгрывания своей идеологии человека ненавистия, вот тогда кто оказал сопротивление, не дал этим ярлыкам прижиться, вот их надо и уничтожить. Вот поэтому пошли на чеченцев. Нет чеченцев и нет проблем. Таков был замысел. Но этот замысел мы имеем огромный опыт, 300-летний отношение русских к народам, и к чеченцам, и к кавказцам, и к другим народам. Нас Россия не обманет. Хотя мы доверчивые, чем мы проигрываем? Своей доверчивостью перед Россией проигрываем, благородством. Вот на этих качествах русские над нами сейчас совершают очередные злодеяния. И никак я не дождусь, когда чеченцы ответят на эти негативы тем же. А я бы, говоря честно, хотел бы, чтобы чеченцы все-таки в конце концов и чеченцы, и другие отвечали русским тем, чем они заслуживают. Иначе никак не поймут. Жестокость останавливается только жестокостью. Война только войной. Смотрите, что они делают в селах, в населенных пунктах, Грозно. Одних самашек достаточно. Для всего мира еще на 100 лет. На 100 лет.